Бурлундона Йортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня отмечает свой юбилейный день рождения одна из выдающихся спортсменок 20 века, Раиса Петровна Сметанина. Поздравляю Раису Петровну Сметанину с ее замечательным юбилеем и благодарю за огромный вклад в развитие физической культуры, спорта России и Республики Коми. Сегодня я подписал указ о присвоении Раисе Петровне Сметаниной высшего почетного звания Герой труда Республики Коми. Это государственная награда Республики Коми, установленная в 2021 году, и Раиса Петровна получила награду за номером 1. Считаю, что Раиса Петровна, как никто другой, достойна этого звания за огромный личный вклад в развитие физической культуры и спорта. Еще раз скажу сегодня о совершенно новой в Республике Коми мере поддержки. По моему поручению в этом году впервые объявлен конкурс на предоставление грантов в сфере науки, технологий и инноваций. Я убежден, что двигаться вперед, решать амбициозные задачи, которые мы ставим сегодня и перед правительством Республики Коми, в первую очередь, невозможно без внедрения новых научных разработок и инноваций. В регионе все для этого есть. Серьезная научная база, когда наши ученые работают и готовы работать над новыми проектами, направленными на развитие республики. А задача правительства – поддержать и мотивировать их для более успешной работы, что мы и делаем. Сегодня начался прием заявок, он продлится до 30 марта. Претендовать на финансовую поддержку из республиканского бюджета смогут юридические лица, зарегистрированные в Республике Коми. Это основное условие. Но это могут быть не только коммерческие предприятия, это могут быть и государственные учреждения. Срок реализации проектов не должен превышать более 3 лет. И грант будет предоставляться на условиях софинансирования. То есть 20%, не менее 20% нужно заявителю изыскать собственных средств. При этом максимальная сумма гранта на один проект составит почти 3 миллиона 600 тысяч рублей. Куда могут быть на что могут быть направлены эти проекты? Ну, во-первых, это создание новых материалов и технологий, информационно-телекоммуникационные системы, биотехнологии, медицина, фармацевтика, энергоэффективность, энергосбережение, возобновляемые источники энергии, точное машиностроение, проектирование сложных технических систем, транспортных систем и другие системы. Ну, а также, конечно, это охрана окружающей среды, рациональное природопользование, технологии по обращению с отходами, сельское хозяйство и обеспечение безопасности и противодействия терроризму. Ждем от вас, уважаемые жители республики, заявок. Гуманитарная помощь для жителей ДНР и ЛНР продолжается. Она поступает практически уже со всей территории нашей республики. В выходные большой объем гуманитарной помощи поступил от жителей Сыктывкара. Сегодня поступил груз из Княжпогосского района. Также приняли участие Синдарское линейное производственное управление магистрального газопровода, это филиал Газпром Трансгаз Ухта, Княжпогосский РДК, филиал республиканского УФСИН по Княжпогосскому району, филиал Газпром Распределение Сыктывкар в городе Емве и Княжпогосское управление образования. Готовится к отправке грузы в Уктыле, Сысольском, Ударском районах, Усинске. И в скором времени они все будут отправлены в Сыктывкар, где мы соберем общий груз и отсюда направим его в Ростовскую область. Искренне благодарю всех, кто откликнулся и не остается в стороне. При этом даже небольшая посильная помощь каждого из вас сейчас очень важна. Оказать поддержку жителям ДНР и ЛНР можно не только вещами, продуктами, но и добровольными пожертвованиями. Депутаты фракции «Единая Россия» в Госсовете Республики Коми приняли решение перечислить свой однодневный заработок. Ну и пожертвования пойдут в единый гуманитарный центр в Ростовской области и будут направлены на обеспечение людей всем самым необходимым.
Об эпидобстановке. Мы серьезно снизились, вот впервые, по сути, за последние 5 недель. За сутки выявлено 932 случая заболевания ковидом, вчера это было еще 1449. Основной сегодня вклад в цифру заболевших вносят, конечно же, города Сыктывкар, Ухта и Усинск, ну и несколько муниципалитетов: Вуктыл, город Воркута, Усть-Вым и Кайгородский район. По развернутым койкам мы, тем не менее, начали сокращать койки, несмотря на то, что вот еще есть все-таки у нас достаточно высокий уровень заболеваемости, но содержание просто простаивающих коек совершенно нам сегодня не нужно, поэтому мы сократили 165 коек в Коми республиканской клинической больницы, соответственно, они уже переходят в режим оказания плановой помощи. Занято у нас 1701 койка, мы также снижаемся по койкам, вчера было 1764 койки занято. Ну и продолжаем вакцинацию. Я хочу сказать снова, что вот сегодня из числа заболевших менее 10% это вакцинированные, 93 человека, извините, 104 человека, но при этом 93 из них это амбулаторное течение, то есть легкое течение. Ну и по тому, что у нас достаточно большой объем вакцины, мы действительно снижаем темпы вакцинации, поэтому снова прошу и всячески каждый раз вам объясняю, почему это нужно делать, все-таки подумать о вакцинации, кто этого еще не сделал. На этом у меня сегодня вся информация. Уважаемые жители республики, берегите друг друга, всего вам самого доброго, до следующей встречи.